Потому что проблема гораздо глубже. Для того, чтобы решить сложные и застарелые вопросы, для этого нужна воля, для этого нужно время, для этого нужно значительные финансы и полная поддержка населения. Изучение и внедрение абхазского языка требует концептуальных решений, расписанной не менее чем на 20 лет, с подхватом помимо 7, начиная от ясли детского сада, школы и университета. Здесь нет быстрых решений. Я вам напомню, что послужило нашим окончательным размежеванием с Грузией, когда официально Тбилиси в одночасье, в одностороннем порядке перевел все дело производства на грузинский язык. И абхазы встали. И нас поддержали все национальные общины, русские, армяне, греки, эстонцы. Сегодня история повторяется, но уже получается в нас. У нас в основном законе страны прописано, что русский наряду с абхазским является языком делопроизводства, языком государственных учреждений и межнациональное общение, то есть согласие. И Конституционный суд даст однозначную трактовку этих положений. Но давайте я скажу проще. Если вам нужна операция на сердце, вы пойдете к именитому кардиохирургу или к ветеринару со знанием языка. Конечно, под скальпель к хирургу, потому что вы знаете, что умрете. А почему вы полагаете и думаете, что с государством так можно? Это тот же организм, и мне претит сама форма спора, когда мы говорим о том, что человек умрет, или государство умрет, а нам говорят: да выбросьте, да, конечно, зачем вам абхазский язык, а вообще Конституцию сожгите. Вот где вы здесь видите предмет спора, когда речь идет о разном восприятии компетенций? Нет альтернативы концептуальным решениям, которые сложны, которые непросты в исполнении, но тут наскоком дело не решишь.